и мам насиловала маленьких девочек. И я сталкивалась с историями, когда эти девочки не встречали поддержки дома. Я вот сейчас говорю, у меня мурашки по коже. В какой-то момент я прям загналась конкретно. Я не верю в эти результаты. Во взрослой жизни так не работает. Это очень быстро превращается в должное. Наши дети все равно будут недовольны нами. Это факт. А что труднее всего и что, может быть, ты не ожидал от этой профессии, когда заходил в нее? Что было неким, может, разочарованием или таким А, тяжелым бонусом? Самое трудное — это выносить, вначале было очень трудно выносить, рассказы про травму насилия, про травму сексуального насилия, особенно если это инцест. И бывает, так, что клиенты, они обычно с такой травмой, они никогда не приходят и не говорят: "Здравствуйте, я хочу поработать с вот этой травмой" или "У меня был такой опыт". Они могут полгода рассказывать тебе вообще какую-то чушь и вообще с другим запросом прийти. И в какой-то момент она сидит и может сказать: "Вы знаете, меня баба изнасиловала". Ты Типа между делом. ты совершенно к этому не готов. И здесь очень важно перед клиентом сохранить этот стержень. А когда это ребенок 5 лет, я вот сейчас говорю, у меня мурашки по коже. А, а когда это, например, Кавказ. Я вообще жила в такой иллюзии, что у нас этого нет. Ну, потому что там у нас честь превыше всего. Я сталкивалась с рассказами, где м, имам насиловал маленьких девочек. И я сталкивалась с историями, когда эти девочки не встречали поддержки дома. То есть, когда помимо этой травмы самые близкие люди говорят тебе: "Тс, об этом нельзя говорить". И это очень сложно. И даже имея уже образование сексолога, зная, как с этим нужно работать, это сложно. И каждый раз ты думаешь: "Ну вот ничего грязнее этого я не слышал". Но это тебе только кажется. То есть самое сложное для меня был такой момент, именно когда этого в моей работе стало много. Я даже помню, я как-то одному из своих преподавателей сказала: мы были на одном обучении, совершенно малознакомые одногруппники подходили ко мне и спрашивали: ты работаешь вот с этим?" Хотя я не самопредставлялась. И я подошла и говорю: "Светлана, что происходит? Почему люди подходят ко мне с этим запросом? Я точно знаю, но обычно говорят резонанс. У меня нет такого анамнеза, у меня вообще нет насилия в семье". И она мне сказала такую вещь. Она говорит: "Диана, двигайся в этом направлении". Это говорит о том, что ты в состоянии это выдержать. И то есть у меня очень много ресурса ушло на то, чтобы стать для этих девчонок, девушек, женщин опорой. И я помню, что в какой-то момент я словила вот этот перенос. Я перестала оставлять своего ребенка там, где есть мужчины, знакомые и незнакомые. Перестала ее оставлять где-то ночевать. Я перестала отводить ее на секции, где тренер мужчина. То есть в какой-то момент я прям загналась конкретно, и вот это было самым тяжелым за 8 лет моей работы, пока меня, ну, коллеги, то есть не заметили этот момент и, скажем так, не вырвали меня оттуда. А, Другими словами, для того, чтобы быть на плаву и быть в ресурсе, ну, помимо личных, талантов, способностей, особенностей, нужна супервизия. Конечно, нужна супервизия, здесь еще нужно специальное образование, потому что именно травма насилия, она существенно отличается от любой другой травмы. Существенно. То есть, нельзя работать с травмой насилия так, как мы работаем, например, с травмой отвержения или еще что. То есть можно ретравмировать человека. И она требует постоянной супервизии, личной терапии и еще раз Чем ресурсы. супервизия отличается от личной терапии? Ну, Ну, в для личную работающего терапию ты психолога. приходишь со своими тараканчиками, А там разбираешься по клиническим а ты, случаям. приходишь, с кейсом. Ну, у тебя, в принципе, может быть запрос типа: "Почему я не могу помочь этому клиенту? Я не понимаю, что со мной происходит". То есть может быть акцент на клиенте, а что дальше? А может быть акцент на тебе,
либо что происходит между мной и клиентом, допустим, если у тебя поднимаются какие-то чувства рядом именно с каким-то определенным клиентом. Вот на данный момент, если бы твоя дочка сказала: "Я хочу стать психологом", то есть зная уже закулисье, да, этой профессии, ты бы поддержала её или все таки старалась оградить? Насколько у тебя это вот, ожидание, Она реальность, уже да? сказала. Уже сказала? И что Она ты ей уже ответила? говорила много раз. Ну и потом говорила, что хочет. Она рисует обалденно, и она говорит, что она хочет стать ландшафтным дизайном. Я пока не сильно беру в учет, но она точно имеет для этого все. Если я считала, что я эмпатична, то она перепрыгнула меня в разы. Она сверхчувствительна, она настолько видит насквозь людей, э, совершенно не по возрасту. И даже я, когда водила ее к детскому психологу, там по определенным своим этом, и она ей там рассказывала, как она хочет стать дизайнером. И она мне говорит: "Я не знаю, каким дизайнером она там хочет стать, но она нам на пятки наступает". То есть ты видишь даже по рисунку, какие черты у ребенка проявляются. Я поддержу на самом деле, если она этого захочет. Кто на сегодняшний день твоя целевая аудитория, говоря таким языком маркетинга или простым языком, кто твой клиент? С кем ты любишь работать, с кем ты хочешь работать, с кем ты планируешь работать, а кому ты, например, отказываешь? И почему? Я работаю исключительно с женщинами, ввиду каких-то своих личных соображений. Если собрать весь мой опыт и как-то вычленить, с кем я работаю чаще всего, я работаю с хорошими девочками, такими очень удобными, адаптивными, но не понимающими, почему у них постоянно болит голова, отваливается спина и так далее. То есть они к тебе А, приходят с, психосоматическими, да, запросами? ну, Ну, это то я есть, сейчас когда утрирована, не болит что-то в всегда. теле, условно. Ко мне очень часто приходят хорошие девочки. Я всегда говорю так утрированно, что я профессионально делаю из них плохих. Но вот, если такой образ собрать хорошей девочки, с чего бы ей пойти к психологу? У нее же всё хорошо. У хорошей девочки все плохо. Хорошо у тех, кто Кто рядом с рядом с ней. ней? Да. А с каким запросом чаще всего они приходят? По-разному. Кто-то может прийти с паническими атаками, кто-то приходит типа: "Я не понимаю, у меня вроде бы все хорошо, а Мне мне плохо, плохо. какая я Мгм. неблагодарная", Мгм. по Мгм. типу того. Кто-то приходит действительно с психосоматическими запросами. Я с ними тоже очень хорошо работаю, потому что я, в принципе, сама с этим прошла. И вообще первая моя ступень знакомства с психологией была именно психосоматика. И обычно хорошие девочки, болеют чаще, чем все остальные. И это обычно всегда есть. Совершенно, первичный запрос отличается от того, что на самом деле Да, вот, кстати, про первую болит. консультацию. Во-первых, можно ли за одну консультацию по твоему профессиональному опыту реально что-то решить, помочь? Или это априори невозможно? И, что происходит тогда на первой консультации вообще? В чём её смысл? Я, могу просто проконсультировать, но, по-моему, за свои 8 лет я не помню в своей истории такого, чтобы я кого-то брала на разовую консультацию. Я не верю в эти результаты. Ну, то есть можно клиенту условно сделать хорошо, но это не будет работать. Ты просто поднимаешь мотивацию клиента сиюминутно. Если он оброс какими-то установками, паттернами и так далее, невозможно. Просто невозможно. На первой консультации обычно происходит диагностика и намечается какой-то план работы. Да? Клиент же он не приходит с запросом, он приходит с жалобой. И чаще всего он знает, как он не хочет, но практически не знает, как он хочет. И вот здесь самое главное определить именно как клиент будет понимать, что он достиг результата, не как я вижу в А своей. чтобы он сам обозначил, да, Да, этот вот результат, что прям будет значить? итоговый вопрос, как ты поймешь, что твой запрос решен, да, чтобы в какой-то момент свериться. Может, тебе уже... У меня были случаи, когда я понимала, что клиенту уже не надо ко мне ходить, но, допустим, у клиента там в анамнезе травма отвержения. И если ты даже психолог ему скажет: "Слушай, хватит, иди домой", он может, ретравмироваться. И я всегда сводила все к тому, до и после. Вот давай сверимся. Ты ко мне пришел, как было, а сейчас как? Слушай, а по-моему, все. По-моему, я по привычке хожу. И это самое лучшее, это когда ты видишь, как
Ну, грубо говоря, да, ребенок начал ходить без твоей помощи. Так и здесь. Ну, а если человеку просто стало приятно с тобой проводить время, ты ему откажешь как, в своих услугах или нет? Но приятно проводить время — это может быть перенос. Мгм. То есть, и здесь, конечно, важно держать руку на пульсе, поднимать эту тему, говорить клиенту, что эти, какие бы ни были чувства сейчас, у тебя на самом деле возникают не ко мне, а к какой-то проекции, да, и помочь разделить. Ты знаешь меня, вот эту мою сторону, только как психотерапевта. Я в жизни совершенно другой человек. Но если это уже произошло, то значит уже что-то упущено было. То есть М. если ты видишь изначально зависимого или созависимого клиента, ты все время должен держать руку на пульсе. Все время, чтобы этого не произошло. То есть дружба за деньги с психологом не прокатит. Нет, конечно. И это получается, по сути, миф, да, что, психологи — это люди, которые вытягивают деньги из своих клиентов, да, потому что это можно бесконечно продолжать и вообще на протяжении всей Ну, я не жизни. могу сказать за всех психологов. Я имею в виду сейчас Да, в твоей да. системе координат. Моих систем координат — это совершенно неправильно, это совершенно ну, то есть это в долгосрочной перспективе все равно и тебе тоже в минус. Мгм. Все равно начнутся разговоры, что к тебе ходят годами, а Мгм. результатов нет. Ну, это какая антиреклама. Ну, то Мгм. есть это дальновидному психологу это тоже не нужно. А если вернуться к, твоим клиентам, к женщинам, скажи, пожалуйста, какая проблема чаще всего, сложнее всего решается как раз-таки у женщин, у которых образ такой хороший, правильный, и, в общем, идеальный, по сути? С Ну, чем сложнее всего ей справиться? сложнее всего поменять вот эту адаптивную стратегию заслужить Проще. любовь. Давай То проще. есть смотри, что такое Может быть, хорошая с какой ролью ей Да, сложнее справиться? хорошая девочка, она чаще всего почему хорошая? Она так любовь покупает. Я Мгм. буду для тебя хорошая, а ты мне любовь. Ну, если очень по-простому. А когда это не работает, она не понимает, в чем дело. Потому что в детстве это работало, да? Тебя 5 получила, тебя похвалили. Посуду помыла, тебя обняли. Но во взрослой жизни так не работает. Это очень быстро превращается в должное. И никто тебя за это не будет любить. Либо будут любить, пока ты удобный. Но неважно, что там ты внутри чувствуешь. И самое сложное — это отказаться от вот этой детской стратегии и донести, что может быть по-другому. Научиться говорить "нет" — это самое сложное. Это как будто вот тут вот застряёт. Я говорю: "Можешь просто громко сказать "нет" просто мне?" Вот как будто бы, понимаешь? А какие мамы эти женщины? Они срываются на детях чаще или также продолжают, придерживаться такой идеальной картинки? То есть, да, если говорить о том, что хорошая девочка именно в роли мамы — это самая сложная история. Потому что если по всем остальным фронтам легче удается стать неудобной и, скажем так, условно плохой. Ну, послать, короче. Да, то вот это вот быть какой-то неидеальной мамой — это прям трагедия. Практически для каждой нашей мамы. Вот это я не справилась. А сейчас еще вот этот поток информации, а вдруг я нанесла ребенку психологическую травму. А вот этот так сказал, так сказал, так сказал. Дети это очень чувствуют. Они начинают манипулировать. Конечно, ребенку больше всего рядом нужен опорный взрослый, который сказал нет, значит нет. Не, а что ты там по этому поводу думаешь? То есть ребенок, ты не должен быть ему другом, подружкой. Ты мама, ты опорный взрослый, ты можешь что-то запретить, но так ребенок чувствует, что ты можешь и помочь, когда надо. А когда ребенок рядом видит друга, ему будет очень сложно, у него не будет опоры просто. И очень сложно вот это донести, да. А вдруг да, все плохие мамы. Как вот тебе мысль о том, что да, я плохая мама. Она говорит, я даже слышать не хочу это. Ну, то есть смотри, наши дети все равно будут недовольны нами. Это факт. Вот мы сейчас что-то там рассказываем психологам про своих родителей и так далее. Где-то это обосновано, где-то не очень. Но почему мы ранимся? Ну, если нас никто не бил, не унижал и так далее, а у нас какие-то претензии. Потому что родитель любил нас так, как он думал, что мы хотим, чтобы нас любили. Да, вот как он хотел бы, чтобы его родители. Но правда в том, что наш ребенок это не мы.
И вот мы что-то ожидаем от родителей, а они могут дать только то, что у них есть. И то же самое, вот как бы ты ни плясал вокруг ребенка, он все равно будет как-то по-другому считать. Он что-то другое от тебя ждет. Даже если спросить ребенка, ну, который более-менее сознательный, да, вот, например, у меня Да, бывает же тоже дети в гостях на интервью, и мама, да, допустим, мы сначала с мамой записали, потом с ребенком. Вообще как будто из разных семей люди пришли. да-да-да. Ребенок совершенно другие вещи запоминает, другие вещи его могут обижать, радовать. То есть вообще как будто с разных планет люди. На А самом деле потому что так. мама чаще всего, она возится со своим внутренним ребенком. То есть она думает: "Вот я бы хотела, чтобы у меня там был праздник принцессы". А потом еще мы огорчаемся, почему ребенок не сильно рад. Вот наши дети Неблагодарен. зажравшиеся, они не зажравшиеся. Это для них норма. То есть они родились вот во всем вот этом, и для них это норма. Они никогда не сидели на кухне, не праздновали день рождения с юпи и оливье, понимаешь? И не передаривали эту вазу друг другу. То есть если бы у них был бы такой опыт, то, например, вот то, что ты там делаешь ему день рождения, вау, для него было бы вау, например. Это было нашей нормой, у них другая норма. И на самом деле, вот если у тебя возникает желание что-то сделать для ребенка без запроса, сделай это для себя, и всем будет хорошо на самом деле.